Друзья мои, хотела представить нашу гостью сегодняшнюю, но я думаю, что она в представлениях не нуждается. Я слышу по вашим аплодисментам, поэтому я передаю этот микрофон Марии Владимировне. Спасибо. Здравствуйте. А куда? Мне сесть или как у вас положено? Вопрос. Вас перед вами стоят, сидят. Все, я поняла по глазам. Да, доброе утро. Меня зовут Мария Захарова. Я работаю в Министерстве иностранных дел нашей необъятной Родины. Занимаюсь информационными вопросами, являюсь директором департамента информации и печати, и при этом являюсь официальным представителем МИД России. Это должность и функциональные обязанности, то есть разделено названиями, хотя в разные периоды истории МИДа было по-разному. Бывало, что один человек возглавлял департамент, бывало, что другой человек являлся официальным представителем, по-разному это все называлось. Вот уже, наверное, много лет, наверное, 20, может быть, больше, это соединено в одной такой ипостаси. Директор департамента является официальным представителем. Давайте я буквально пару минут уделю тому, чем мы занимаемся, а потом с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Мы не просто пресс-служба, мы больше, чем пресс-служба, мы департамент. Почему? Потому что мы занимаемся не только организацией медийных мероприятий, не только подготовкой пресс-релизов, не только ответом на вопросы СМИ и взаимодействием со СМИ, мы занимаемся в том числе и аналитикой, которая служит базой для формирования позиции по целому ряду политических вопросов в сфере информации, информационного взаимодействия. Мы готовим вместе с нашими коллегами, ведомствами, с экспертами позиционные материалы, выступаем от имени нашей страны в международных организациях и принимаем участие в выработке подходов, которые ложатся в основу и резолюций, и заявлений, и коммюнике международных структур по вопросам информации, коммуникации, защиты журналистов, их безопасности и на стыке разных новых технологических, информационных, коммуникационных аспектов. Мы также занимаемся взаимодействиями с российскими государственными органами на предмет как раз-таки и выработки подобных подходов. Мы занимаемся в том числе и аккредитацией иностранных журналистов во всей работе, которая связана с инкорами, которые прибывают в Россию, либо на постоянной основе работать на год, два, три, многие остаются здесь на 10 лет, многие навсегда. И в то же время занимаемся вопросами и оперативной аккредитации тем журналистам, которые приезжают на месяц, на несколько недель, либо на какое-то конкретное мероприятие. Мероприятия бывают разные, мероприятия бывают такого 1-2-3-дневного формата, например, саммиты, встречи, заседания, форумы, а бывают огромные, например, спортивные. В прошлом году чемпионат мира по футболу, он был с точки зрения логистики и организации, в том числе медийной работы, наверное, еще более грандиозным и, наверное, намного даже более грандиозным, чем Олимпиада. Потому что Олимпиада длится всего сколько, да, там, 10 дней максимум вместе со всем. А плюс еще, конечно, вопросы подготовки, затем завершение. Но так или иначе, само действие, оно происходит вот в эти ограниченные рамки. Чемпионат мира по футболу примерно 2 месяца. Помимо всего прочего, речь идет о большом количестве городов. Все-таки Олимпиада, как правило, проходит в каком-то одном, ну максимум 2 местах. В нашем случае это было 20 городов. Внимание средств массовой информации было колоссально. И к самому мероприятию, и к России, и непосредственно к регионам. И самое главное, что никто не понимал, как вы знаете, эти события спортивные, и никто не знал и не мог предугадать, кроме каких-то особых животных, которых делают ставки, кто там обычно, осьминоги, ежи и так далее. Никто не знает, кто выйдет в финал. В этой связи никто не знает, какие команды приедут, какие болельщики приедут и какие СМИ приедут в большом количестве. И все это определяется буквально за последние несколько дней. И нужно всю такую вот мощь и запросную мощь с той стороны от журналистов, от болельщиков
реализовать и при этом еще, так сказать, идти в лоне наших законов и так далее. Поэтому вот мы занимались в том числе проработкой вариантов того, как, с одной стороны, соблюдать законы о средствах массовой информации и непосредственно положение об аккредитации иностранных корреспондентов, при этом сделать это максимально комфортно и удобно для них. Ну и, естественно, не забывайте о вопросах безопасности, которые в современном мире, к сожалению, очень актуальны. У нас есть, конечно, элементы чисто пресс-службовской работы. Мы занимаемся, как я перечислила уже в начале, всем тем, чем занимается пресс-служба, кроме вещей, или вопросов, или задач, которые бы мы решали на коммерческой основе. Мы не занимаемся аутсорсингом ни в каком виде. То есть, если коммерческая структура, и не только коммерческая, многие государственные, считают, что какой смысл им заниматься, условно говоря, подготовкой стенограмм или подготовкой или ведением сайта, даже ведением соцсетей. Это можно сделать за счет размещения либо тендеров, либо прямого заказа. И какие-то коммерческие компании это все сделают просто за деньги. У нас нет ничего, что бы мы делали за деньги. Естественно, для того, чтобы издать, у нас есть, например, ежегодник международный, называется он «Дипломатический вестник». Вот просто для того, чтобы оплатить типографию, конечно, мы платим деньги. Для того, чтобы переводить материалы сайта, конечно, мы платим деньги. Но мы не платим деньги ни за что составляет суть работы. Мы не платим ни за подборку и обзор аналитических материалов, мониторинг, съемки, размещение материалов на сайте, ведение сайта, ведение соцсетей, разработку концепции соцсетей и так далее, так далее. Если нам нужно сделать, например, ролик какой-нибудь, видео, мы можем обойтись своими силами, можем, если это сложная история с инфографикой или с подготовкой какого-то видеоматериала, который бы стал фильмом, конечно, в данном случае мы можем обратиться к специалистам. Но глобально в ежедневной работе мы все делаем сами. Причем делать нам есть что, потому что ежедневно, если вы посмотрите, огромное количество материалов публикуется, переводятся. Переводы сейчас очень оперативные. Они переводятся у нас все на несколько языков, то есть не только русский, английский, французский, немецкий, испанский. Сейчас, по-моему, подключили португальский буквально полгода назад. Естественно, у нас готовятся материалы и на китайском языке, и на арабском и так далее. В общем, работаем. Вот так общими мазками, общую картину я вам рассказала, сколько и как приходят к нам люди. У нас в пресс-службе работает порядка примерно 100 человек. Еще раз говорю, это не пресс-служба, это большой департамент. Учитывая, что люди постоянно ездят в командировки, я имею в виду на заседания Комитета по информации Генассамблеи ООН, заседания ОБСЕ, я имею в виду те комитеты, даже не комитеты, те форумы, конференции, которые проходят под эгидой ОБСЕ, Совета Европы. Постоянно мы находимся в таком движении. Есть целая группа людей, которые занимаются информационным сопровождением деятельности руководства министерства, министра, заместителя министра, подготовки крупных международных событий, которые проходят у нас в стране. У нас в среду 25 человек из нашего только департамента уехали в Сочи на подготовку саммита Россия-Африка, который там состоится в 20-х числах. Почему это нужно делать? Представляете, что такое саммит Россия-Африка? Я думаю, что вы не представляете, потому что даже я не представляю. Потому что у нас такого никогда не было. Мы представляем это в теории. Еще раз говорю, у нас были двадцатки, у нас были БРИКС, у нас были ШОС, но все-таки это всегда было с ограниченным количеством участников сколько, двадцатка, это, понятно, 20 участников, но приезжают еще руководители международных организаций, они тоже рассматриваются, Генсек ООН и так далее, это уровень главы государства. Там есть ранжиры, но так или иначе и внимание, и логистика, и задачи, и встречи, главное, это все на уровне глав государств. Хотя протокольные нюансы существуют, но все равно, 25. Представьте, что такое Россия-Африка, провести саммит. Причем этот саммит в Сочи, да, город, который, может быть, кто-то есть здесь из Сочи или с сопредельного региона, многие, наверное, были.
есть вы представляете, да, это что касается спортивных мероприятий, там вопросов нет. Но речь-то идет о политическом мероприятии, мало того, которое уже привлекает большое количество внимания СМИ. То есть это более, если опять же брать страны, международные организации, которые представлены непосредственно на африканском континенте, Африканский союз и так далее, и так далее. Слушайте, вот, ребята, вот у меня вот раз, два, три, четыре, четыре. Вот мы же не на уроке. У вас отличная погода. Я бы на вашем месте вообще пошла спортом заниматься. Чего вы здесь сидите? Ну, чего вы сидите? Вы даже повторить не сможете, что я вам сказала. Названия таких не знаете. Ну вот, либо слушаем, чего-то отсюда вынести интересное, да, либо идите, пока дождя нет и ветра. Понимаете, никто же никого здесь я вообще не обижусь, потому что я не запомню. Поэтому просто чтобы, да, здесь душно, здесь там что-то не хватает. Отлично для Москвы середина октября, отличная погода. И вы представляете, это более 60 делегаций только оттуда. Вы представляете, это аэропорт. Это автобусы, это какие автобусы? Для делегации. Это же не просто прилетел руководитель одного государства. С ним его делегация, включая всех, и специалистов, и переводчиков, и протокольщиков. Главное, вопросы безопасности, приезжает охрана. Но огромное количество журналистов, потому что каждая глава государства сегодня приезжает со своим пулом. Соответственно, этими журналистами надо заниматься. Это вопросы, опять же, аккредитации, это вопросы визовой поддержки, выдачи виз, аккредитации, допуска на мероприятия. Это мероприятие, естественно, президентское, и руководит всей подготовкой администрация президента. Но мы, учитывая то, что мы занимаемся именно внешней политикой, международными отношениями, что у нас ребята все знают соответствующие языки, и как минимум 2 языка знают, а то и больше, и все работали в поле, и все занимаются медийными вопросами, многие из них, сейчас у нас получается так, что большинство ребят, даже какие они ребята, они все уже... И ребята есть, и уже и не ребята. Они так или иначе все работали пресс-секретарями или руководителями пресс-групп, а они как раз этими вопросами и занимаются. Соответственно, нас пригласили на поддержку, и вот 16 числа они, 25 человек из департамента, туда отправились. И сейчас слежу за чатом, активно прорабатывают все аспекты прилета, встречи, каждой из вот этих вот более 60 количеств делегаций. На каждом, то есть если наших 25, а делегация, соответственно, больше 60, то на каждом сотруднике закреплено несколько делегаций, несколько пулов, а там огромное количество вопросов. Вы даже себе не представляете. Может быть, те, кто работает в пресс-службе или работал, вы можете себе представить. Но и то не все. Вот, понимаете, протокольная съемка, то, что вы включаете телевизор и наблюдаете с такой легкостью, 2 лидера приходят, жмут руки, садятся, говорят какие-то слова, их снимают, как правило, с 2 ракурсов, и все это, в общем, вы видите, не задумываясь о том, а что за этим стоит. Даже вот за этим стоит большое количество согласований, бумаг, переговоров. Почему? Какое количество с каждой стороны будет журналистов? Все это определяется чем? Это определяется в первую очередь логистика самого помещения. Бывает помещение, куда можно позвать большое количество журналистов, практически без ограничений. А бывает маленькая комната, и для того, чтобы просто все смогли что-то хотя бы снять, нужно оговаривать минимальное количество людей. Как это выбрать? Как выбрать кого-то из такого количества каналов, агентств, фотографов. Причем главы государств всегда привлекают особое внимание. А уж когда такое событие, причем это в первый раз в жизни, саммит мы принимаем Россия-Африка, конечно, внимание огромное. Всего можно пустить всего 3+3 или 5+5. То есть с каждой стороны по 5 человек. Представляете? То есть это вопрос согласования, вопрос паритета, чтобы не было у одной стороны больше, другой меньше. Пускать ли пресс-секретаря, пресс-секретаря с членами делегации, с состоятельными журналистами. Это только по протокольной встрече. Потом выход к прессе, подходы, зоны, на которых может человек пройти. То есть огромное количество различных нюансов, которые сейчас предстоит решать. Съемка в аэропорту. Все же начинается со съемки в аэропорту, чтобы вам потом было интересно включить телевизор, смотреть, как это было, кто на каком самолете прилетел, по какой дорожке прошел, какие машины приехали, как кого приняли, с караваями, без караваев и так далее, и так далее. Вот это все тоже организуется
задача, в смысле, подача списков, потом нужно уже понимать. Вот, знаете, учитывая, что я тоже много летала и занималась этой деятельностью, даже такие нюансы. Вы же прекрасно понимаете, что когда открывается самолет и руководитель делегации выходит по трапу, вы это видите, значит, кто-то уже стоит там внизу перед трапом и уже это снимает, соответственно, нужно проговорить все, чтобы заранее по какому-то трапу спустились журналисты, кто эти журналисты, чтобы их пустили, чтобы их поставили в нужную позицию, и чтобы каким-то образом дали сигнал, открылась дверь, пошел человек, чтобы это все сняли. То есть это на самом деле, я понимаю, что это хроника, да, это такая оперативная журналистская работа, но она все равно требует некой не только согласованности, но и режиссуры, потому что иначе никто ничего не поймет, что произойдет. Вот огромное количество таких вопросов, сейчас они будут там решать. И уже решают с помощью, в том числе, задействования наших сотрудников. Ну, вот это буквально, еще раз говорю, несколькими штрихами то, чем мы занимаемся. Я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Давайте мы, все-таки. Так, давайте. Здравствуйте, Зарина, город Брянск. У меня два вопроса. Какое у вас образование и с чего начался ваш карьерный путь в направлении дипломатии? Люди говорят, что у меня хорошее образование. Я закончила МГИМО, факультет журналистики, тогда он назывался факультет международной информации. До и сейчас он называется факультетом журналистики. Тогда, мне кажется, лет 10 название было МИ, международная информация, и отделение как раз было тоже международной журналистики. Я училась 5 лет, у меня диплом специалиста, красный диплом, в нем написано «Журналист-международник со знанием иностранного языка». Первый язык у меня был китайский, я вообще и планировала им заниматься. Но как бы не очень сложилось, потому что когда я пришла на работу, сказали, что на том направлении, которое мне было интересно, а именно востоковедение, мест нет, но есть вот места в пресс-службе, учитывая, что это тоже часть была, хотя я себя готовила именно к востоковедению. Я занималась, у меня уже были какие-то статьи, я уже участвовала в каких-то там семинарах, форумах, куда-то ездила, и полностью считала, что вся жизнь моя будет связана именно с Китаем, ну, не знаю, с Азией. Ну, видите, как человек может все что угодно себе придумывать, а потом жизнь расставляет все на свои места. Вот поэтому так. А второй был вопрос какой? Второй вопрос был, с чего начался ваш карьерный путь в направлении дипломатии? Вообще, наверное, с семьи, потому что папа на определенном этапе своей жизни работал в посольстве, я это видела, но в любом случае он был тоже международником, то есть он занимался различными вопросами, связанными с взаимодействием с зарубежными партнерами. То есть все, что было связано с международным, все мне было, с одной стороны, интересно. Я помню, маленькая была. Сейчас вот я смотрю с удивлением на прошлые годы, как-то проектирую себя уже своего ребенка. Ей, конечно, ничего такого не интересно, ни международная панорама или обозрение. Я не знаю почему. Меня это завораживало, мне это очень нравилось. Причем это был такой, и возраст был действительно такой, я была маленькая, и программ-то особо не было. Были вот международная панорама, были программы «Время», и были еще какие-то такие точечные, но очень качественные передачи о жизни различных стран, народов, каких-то проблемах и так далее. Были у нас очень сильные журналисты-международники. И мне это все действительно очень-очень нравилось. Поэтому, наверное, первый импульс был оттуда, а дальше уже после института, вот я вам рассказала историю, что как-то все поменялось, и я уже пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем я не жалею. Но что касается востоковедения, конечно, было очень обидно как-то, что ж, получается, я 5 лет этому отдала, и я действительно очень так серьезно относилась к учебе, не с точки зрения какой-то отчетности, а с точки зрения того, что я понимала, что больше у меня возможности вот так вот прям сесть и учиться, не отвлекаясь ни на что, не будет. Вот как-то у меня это была очевидная как у меня картина. Знаете, все считают, ну ладно, потом что-то там доберем, доучим. А вот очень важно понимать, что да нет.
можно получать второе образование, можно получать там степень ученый. Но базис, который вы закладываете, вот он один на тот момент. Почему? Кстати говоря, очень интересный вопрос, он такой достаточно философский. Не потому, что только это момент вашего непосредственно обучения в институте. Но вы же можете потом, спустя годы, тоже получить. Это вопрос сочетания всего. Вашего пика, как бы познавательных возможностей, вашего интереса к жизни и, главное, вашей энергии. Понимаете? Она у вас в избытке в этот момент. Потом вы должны, потом эта энергия нужна для того, чтобы вы это реализовывали, а потом уже просто очень много всего наслаивается. Там, и личная жизнь, и семья, то есть личная жизнь в плане ответственности, у вас уже семья появляется. Вы уже должны думать, как образовывать поколение, а не заниматься, не столько заниматься собой, сколько вы могли бы заниматься тогда. То есть это вот такой вот момент discovery, да, вот момент узнавания мира. Понимаете, школа, да, но школа – это контроль, родители, какие-то кружки, секции. Вы там не сами по себе, в массе своей. То есть, как правило, вы все-таки следуете чему-то направлению, научению, да, вот, что хотят родители, как складываются обстоятельства, если вы ездите там за родителями по гарнизонам или там по посольствам, или наоборот не ездите, а находитесь только в одном месте, а вам хочется. А здесь уже вопрос, путь открытый взором, как поется, как говорится. И как в стихах написано. И вы выбираете. И вот все в этот момент сходится для того, чтобы вы действительно заложили базис. Вот стать крутым специалистом, это, конечно, потом и с опытом, и с дополнительными знаниями. Но именно в этот момент происходит вот такая фантастическая консолидация всех возможностей, которые нацелены на получение вами, еще раз повторю это слово, базиса. Поэтому я к этому относилась очень ответственно, у меня было это ощущение. Потом, учитывая, что востоковедение не пришлось сразу, мне было очень обидно, что как же так, я вот 5 лет училась, и экзамены, и какие-то конкурсы, и какие-то статьи, ну вот как же я так это все брошу. И вдруг как-то меня осенило, что зачем мне бросать, я, пожалуй, могу и диссертацию защитить по теме Китая. Что я и сделала. Я поступила в заочную аспирантуру, потом оказалось, что она мне не нужна. Ну, как не нужна? Ну, вот в том формате, в котором я поступала, действительно была не в плюс. То есть такая достаточно непонятная мне история. Потом я просто перевелась, прикрепилась к другой аспирантуре и защитила диссертацию, которая действительно была посвящена Китаю и тому, чем мне было интересно заниматься. Вот. Да, пожалуйста. Мизейн Александр, Екатеринбург. Вопрос по специфике работы. Какое на вашем веку, на вашей памяти самое сложное мероприятие в плане аккредитации, в плане в целом организации? Поясню. 2 года назад, я просто сам немножко тоже занимаюсь этой деятельностью, 2 года назад у нас было столетие подвига святых царственных страстотерпцев, приезжал патриарх. Вот. И никогда, вот, в принципе, я столько смешников не видел, которые приехали в Екатеринбург с разных мест для того, чтобы с главами города и в целом, в общем, присутствовать на этом мероприятии. Спасибо. Ну, для меня самое сложное, учитывая, что я в этом живу, сочетание 2 факторов. Первое – это время, то есть его отсутствие, когда у тебя залимитировано время, за которое ты должен договориться. Когда у тебя есть полгода, 2 месяца, и ты можешь что-то спланировать. Ну, тут как бы очень сложно что-то не сделать или не суметь сделать. А когда у тебя есть всего 3 дня, а иногда даже там день для того, чтобы решить вопрос, вот это сложно. А второй момент – среда, то есть с кем тебе надо договариваться. Одно дело с нашими, здесь всегда можно найти общий язык. У нас общая законодательная база, у нас общее культурное, традиционное какое-то пространство, мы друг друга можем понять, да, сказать, слушай, брат, вот смотри, тут у нас других вариантов. А когда тебе надо договариваться с иностранцами, у которых совершенно другое все, другие законы, другие обычаи, другие порядки, и самое главное, другой менталитет, вот это самое сложное. Почему? Потому что, допустим, не знаю, у нас в чем-то есть свои сложности и свои, знаете, якоря такие вот, с которыми мы не можем расстаться. А есть при этом какое-то абсолютно спокойное, нормальное отношение к чему-то, легкое, да, ну как пойдет. То есть в чем-то мы абсолютно должны быть уверены,
А вот что-то мы совершенно спокойно можем отдать на самотек. А есть, например, места, где ты должен регламентировать все. Ну, буквально кто как поздоровается, кто что скажет, кто как руку поднимет, да, кто какой вопрос задаст. У нас нет никак... Вот, хорошо, вот, например, один пример. Посмотрите. Проходят переговоры. Сидят, например, 2 министра. После этого идет пресс-конференция. Ну, как правило, это и наша традиция, это во всех практически зарубежных странах так, за редким исключением. Провели переговоры, пришли к прессе, и полчаса или 45 минут что-то рассказали. Сначала вступительные слова, потом ответы на вопросы. Вот у нас, когда мы принимаем гостей зарубежных, вот сидят журналисты. Подходят наши сотрудники, да, и мы с той стороной договоримся, сколько будет вопросов. Мы не можем это не оговорить, потому что иначе вопросов будет бесконечное множество. И самое главное, что когда сидят люди, вы не можете знать, когда люди поднимают руку, может быть, от одного СМИ 4 корреспондента. Так как ты их не знаешь, ты их не можешь знать в лицо. Но ты можешь дать, получается, наобум 4 корреспондентам одного и того же СМИ. И получится, что, то есть, с одной стороны, это свобода, да, а с другой стороны, это свобода, которая ограничивает возможности других. Соответственно, ты должен как-то договориться. Мы их договоримся как? Заранее мы говорим, давайте 2 плюс 2, или 1 плюс 1 вопрос, или 3 плюс 3. Как правило, мы останавливаемся на 2 плюс 2, если позволяет время. Потому что получается всего 4 вопроса, каждому пулу, то есть с каждой стороны дается по 2 вопроса. Иногда мы делаем 5, то есть 2 наши задают, 2 гостей задают, а 1 вопрос мы оставляем так называемой международной прессе, ну, условно говоря, там, на кого... так сказать, рука вот укажет. Или, например, есть действительно кто-то, кто представляет там не наши и не СМИ гостей, а какую-то третью там большую медиакомпанию. Но, как правило, 2 плюс 2. Вот наша традиция какая? Мы никогда не говорим, знаешь, вот спроси вот это, или вот это нельзя спрашивать. Нет, мы просто говорим, кто от нас, от наших медиа будут задавать вопрос. И наши журналисты, которые приходят на пресс-конференцию, они как бы говорят, слушайте, я хочу там про Сирию, я хочу про Украину, я хочу про то. И мы понимаем, что, допустим, 5 человек хотят про Сирию, 3 человека хотят про Украину. И мы говорим, ребят, давайте сами сорганизуйтесь, какие там у вас вопросы, чтобы не дублировались и так далее. И просто скажите там, ну как-то сами принимайте решение, кто будет, но у вас вот 2 места. И они действительно находят какой-то общий язык и говорят, вот давайте там, газета такая и канал такой-то. Мы говорим, окей, значит, вы про что будете спрашивать? Они говорят, мы будем там Сирия, там в контексте письма Трампа Эрдогану, там, или Украина в плане отвода, разведения там, сторон. Все, понятно, мы записали все. Спрашиваем у зарубежных партнеров. А вот дальше у каждого своя традиция. Когда приезжают, например, есть страны, которые говорят, мы вообще не имеем права у СМИ спрашивать, и кто будет задавать, и какие вопросы задавать. У нас вот такие традиции, что это может быть рассмотрено как нарушение свободы слова. Ну, это, на мой взгляд, очень странно, очень странно. Но окей, вот у них такие традиции. Какие-то страны приезжают, где они даже не дают возможности журналистам задать вопрос, они чуть ли не пресс-секретари у них задают вопрос. Есть и такие варианты. Либо где пресс-секретарь, он же представитель какого-нибудь там агентства, да, и вот только он может задать вопрос. Где-то тоже какие-то свои гибриды. Допустим, представители СМИ могут сказать, какие будут задавать, а на какую тему, даже на какую тему, они говорить не будут. То есть везде ты должен находить вот эти развязки, ты должен каким-то образом договариваться. И поэтому самое сложное, это когда у тебя такой партнер, чьи традиции, не только в информационной сфере, а вообще в подходах, они исключительно с опорой как бы на собственное воззрение. То есть люди не... Бывают страны и бывают делегации, бывают люди, которые говорят о том, что даже не говорят, а действуют таким образом, что вот эта зона компромисса невозможна. То есть они стоят на своих убеждениях и говорят, вот только так. Вот хорошо, еще один пример. Мы приезжаем, наш пул приезжает в какую-то страну, мусульманскую страну, где есть особенности в одежде. Но подождите, это же очень интересный такой момент, когда мы приезжаем, да, ведь у нас есть наше воззрение на одежду, какие у нас традиции. И в наших традициях женщина не обязана носить ничего дополнительного
Если это ее желание, если это ее выбор, она может приходить так, ну, естественно, с учетом просто элементарных норм протокола, да, ну, не надо приходить на официальные мероприятия в купальнике, в парео, в шлепках и так далее. Это просто логика, это воспитание, это образовательный уровень ваш. Но, в принципе, ей не требуется ни какого-то головного убора, ни платка, ни перчаток для того, чтобы прийти на пресс-конференцию. А там требуется. И там мы можем сказать, а вот у нас такие традиции. И там могут сказать, а у нас такие традиции. Почему у нас женщина, наш журналист, она приходит на пресс-конференцию, где сидит, например, российский министр? А почему она должна что-то одевать? Ну, хороший вопрос, да? Она, например, может сказать, вы знаете, а вот это вот все, да, у меня совершенно другая религия. Моя религия позволяет мне ходить даже в декольте. А почему я должна со своими, так сказать, традиционными взглядами и своей религией там приходить? Потому что мы приехали в гости. Потому что там свои традиции, потому что нас интересует возможность какого-то конструктивного выхода на какие-то хорошие, нормальные результаты. Какие-то результаты. Проведение конференции не для скандала, не для, так сказать, выяснения отношений, а для выяснения того, о чем вы сейчас 2 часа занимались, зачем мы сюда прилетели, о чем вы договаривались. Вот для этого существуют люди, которые занимаются вот этими всеми делами. Ну хорошо, ну мы там с платками, без перчаток, без там, не знаю, вот как это называется, закрытия под глаза. Вот давайте, да, вопросов нет, хорошо. Потом приходим, смотрим, а у них местные же босиком сидят, то есть нормально. То есть, ну, как бы мы соблюдаем какие-то обычаи, зато приехали вот недавно в какую-то страну, и вот там, я бы сказала, произошел такой, в общем-то, первый раз у меня такое было. Южная Америка, и, честно говоря, мы не думали, что могут возникнуть такие вопросы. Ну, правда, обычно приезжаешь там в Персидский залив, да, отличаясь какими-то такими нюансами. А здесь нам сказали, что, вы знаете, вот мы сейчас едем на такую-то точку, у вас, причем жара несусветная, 40 градусов, ну, очень жарко, ну, вот так жарко, что просто там все, естественно, ну, в какой-то там рукав 3/4, ни у кого нет открытых плеч, ничего, но девушки без колготок, ну, 40 градусов, ну, вот, мужчины даже не представляете этого, это... Ну нет, вот нужны колготки. Вот как? Да? Окей, хорошо. Да. Вот, то есть, понимаете, это технические вопросы. Они, как правило, не вылезают. Мы, как правило, все это не рассказываем, не показываем. Рассказываю вам для того, чтобы понимали, с чего соткано. И есть вопросы принципиальные. Франция. Страна, в которой свобода на протяжении столетий была символом их развития. Они ставили ее во главу всего. Да, все, что связано с либерализмом, ну вот не этой карикатурой, которая вот сейчас все там, а с настоящим либерализмом, свободой духа, свободой предпринимательства, свободой самовыражения. Это родина, по большому счету, нового прочтения демократии, я имею в виду античной демократии, Франция. Приехали. Я сижу на переговорах, мне мои пишут, наши СМИ не пускают. Как не пускают? На пресс-конференцию. Говорят, эти проходят, а эти не проходят. Франция. Ну вот тоже начали как бы работать, все быстренько, хотя все договоренности были, все списки были, вовремя приехали, одеты как надо, красивые, румяные, все стоят, все. Нет, а вот у нас вот так. Ну как это? Ну вот тоже начинаем оперативно. Все, потом разрешили, все, я имею в виду, разрешили эту сложную ситуацию. То есть этих ситуаций, это не вопрос только какого-то одной страны, одного региона, это вопрос могут возникнуть на ровном месте, просто исходя из политической ситуации, либо просто желание кого-то что-то испортить. Да, вот. Поэтому вот для меня сложность всегда, когда сжатые сроки и партнеры, которые исповедуют какую-то совершенно не предполагающую компромисса и работы на позитивный результат логику. Это не, даже не взгляд, не мировоззрение, это, как правило, логика. Вот знаете, когда, а вот так. Мы долго не могли найти общий язык с американцами. Вот куда они мне все время рассказывали, ой, они нам места не дают, отовсюду вышвыривают, только своих там ставят вперед. И первый раз я с этим столкнулась в году, наверное, в 2004-м, и была шокирована, правда. А потом я поняла, так это наша проблема. Мы туда приезжаем или там на общей площадке приезжаем с ощущением, что они почему-то должны о нас подумать.
А потом я поняла, почему они должны о нас подумать, это мы должны о себе думать, они о своих интересах думают, мы о своих. И как-то и вдруг оказалось, что вот еще тогда, что я так начала узнать, говорю, а мы как-то заранее их уведомляли о том, что нам важно, как мы хотим, что для нас является приоритетом. Говорю, нет, а они все равно ничего не сделают. Я говорю, давайте попробуем. Приехали, а я только начинала тогда, приехали, я нашла какую-то девушку, которая стояла там в американской делегации, и явно отвечала за проход журналистов. Говорю, здрасте, я Маша. Она говорит, да, говорит, а я Эшли. Я говорю, слушайте, ну это же невозможно так больше работать. Вот мы с вами, наши начальники, очень часто встречаются. Давайте как-то вот мы с вами, что ли, заранее, что вот уже как бы, уже 21 век, уже имейлы придумали, там 2000 там какой-то год. Я говорю, давайте все-таки мы как-то заранее начнем с вами работать. Потому что когда мы это делаем не вот профессионалы в информационной сфере, а когда это делают профессионалы в политической сфере, они что-то, видимо, не договариваются. Ну, понимаете, люди занимаются внутриполитическими проблемами, кинули в ноту, и приедет пул, и все. Чего приедет, как приедет. Я говорю, давайте мы с вами будем вот конкретно с вами работать. Встречаются наши там в третьей точке, мы с вами заранее списываемся, давайте. У нас больше не было с ними проблем. Вот вообще, вот легче всего было работать именно с ними. И в период Нуланд, и Псаки, и там дальше. Вообще вопросов не было. Вы понимаете? Мы заранее, взаимоуважительно, понимая, что мы тут не главные, в том смысле, что не мы, вокруг которых бегают министры, а мы должны сделать так, чтобы нашим министрам было комфортно. Заранее списывались, говорили о том, что бы нам было важно, что у нас еще дополнительно... Вот, например, у нас есть личная камера, а у них нет. У них это делается по договору, то есть все, что весь контент, который идет видео, они делают как-то, по-моему, я боюсь здесь соврать, но у них какие-то договоренности с какими-то крупными медиахолдингами, они получают видео от них. У нас нет такой опции, у нас есть свой оператор, своя камера, поэтому мы стримимся, у нас цифровая камера, мы сразу стримимся. Раньше не было соцсетей, мы контент выкладывали видео на сайт. А когда пошли соцсети, интернет, и стало это и дешево, и актуально, мы начали стримиться, поэтому у нас свой оператор, а у них нет. И мы никак не могли понять, кто такой, вот когда говорим личник, для них личник это только фотограф, а для нас личник это и фотограф, и personal cameraman. И вот и здесь мы как-то разошлись, тоже находили какие-то там возможности, вариации. Но как только вдруг пришла команда на каком-то этапе, которая решила повернуть тумблер, и перевести это опять в политику, все, опять начались проблемы. Да? Но когда мы общались просто без какой-то политической ангажированности на уровне спецов, знаете, как это два звукооператора, два, я не знаю, монтажера, два врача, да? Когда им не говорят, знаешь что, ты там прежде чем начнешь операцию делать, ты у него партбилет-то спроси, каких он будет. Вот когда нету этого, и ты понимаешь, что твоя задача сделать просто хороший звук, хороший свет, хорошую операцию, ты находишь, и при этом ты как-то заранее, уважительно относишься к своему партнеру, все, как правило, получается. Как только начинается вот это вот идеологическое или политическое, или какое-то, знаете, а вот так, а у нас здесь вот так и все. Сразу начинается... Почему? Потому что, как правило, за этим что-то стоит. За этим просто стоит желание заранее сделать что-то более трудным, недоступным и так далее, и так далее. Это время и вот такая заряженность на то, чтобы привести все в тупик. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина Тула. Сейчас бытует время, точнее мнение, что у нас время информационной войны. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, я всегда говорю о том, что я не уверена, что это война, потому что для меня война – это как бы уже все. Это когда развернуты все, так сказать, орудия, абсолютно на идентичных, что ли, уже началах ведется бой, да, без каких-то... То есть там уже все, то есть это уже полномасштабная, бесперерывная история, где невозможны никакие другие варианты, кроме как победа одного, поражение другого. Я что-то здесь такого не вижу. Я считаю, что идет действительно агрессия информационная. Это 100%. Я вот с нашей стороны какой-то, знаете, информационной такой же агрессии или атаки на кого-то я не вижу.
У нас просто, во-первых, задача такой не стояла. Ну, я, по крайней мере, внутри этой системы нахожусь. Я ни разу не видела, чтобы там мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере просто потому, что вот мы так хотим, чтобы тем было плохо. Мы все время как бы отвечаем, да, сейчас мы как бы научились это делать. Мы сейчас начали выстраивать некую, что ли, инфраструктуру, систему, так или иначе, для того, чтобы не позволять на нас все время в информационном смысле нападать, производить какие-то агрессивные действия в киберсреде. Вот это да, но я не уверена, что это война. Это, понимаете, когда ты защищаешься или обороняешься, все-таки это, я не уверена, что это прямо вот война. Глобально в таком, если говорить литературно-художественно, не вдаваясь в подробности, ну да, действительно, можно и так сказать. Но если мы говорим более на каком-то приближенном к экспертному уровню, мне все-таки так не кажется. Потому что тогда бы, понимаете, мы бы тоже занимались тем же самым, чем занимаются они. Но мы этим не занимаемся. Мы просто не занимаемся. Ни на каком из направлений я этого не вижу. А я как бы внутри, я могу оценить все-таки. Конечно, у меня нет всей полноты информации, но, в общем, ее достаточно. Вот, да. Здравствуйте, Алия, город Нижневартовск. У меня два вопроса. Один личный. О чем вы мечтаете, что вас вдохновляет? Что вами движет? А второй вопрос – это про страницу Инстаграм Министерства иностранных дел. Там на аватарке девушка стоит. Это что за девушка и кто занимается страницей? Да, девушка – это Мария Бутина. Значит, она стоит у нас на аватарке и Министерства иностранных дел, и всех других аккаунтов в социальных сетях. Это девушка такая же, как и вы, занимающаяся и имеющая интерес к общественной деятельности, которая вдруг решила, что она, работая, даже не работая, а живя и занимаясь какой-то общественно, там даже не политической, вот именно в смысле общественно-политической деятельностью, в своей стране, разговаривая с людьми на разных уровнях, с представителями общественности, просто с гражданами, через свои там соцсети, через свои какие-то связи, через какие-то контакты, она может, я не знаю, через свой голос, через свою личную точку зрения довести, в частности, до американцев мысль, что давайте как-то сделаем так, чтобы вот наши страны не ссорились, и давайте сделаем так, чтобы мы с вами могли нормально общаться, взаимодействовать и так далее. Я просто жила в Штатах, училась, общалась. Там очень развито гражданское общество. Там огромное количество проходит встреч, семинаров, постоянно, каждый день. То есть только начинаешь там жить, у тебя постоянно на имейлы начинают приходить там, в день, мы собираемся там-то, мы отстаиваем там права китов, значит, давайте там поддержим сосновые леса, приходите, у нас там комьюнити отмечает там 10 лет с начала уборки там каких-то тротуаров. Очень, очень активно гражданское. И за счет того, что диаспоральная жизнь тоже очень активна, соответственно, международные отношения, международная жизнь тоже, она не совсем как у нас, она больше как бы идет изнутри. Ну, люди все приехали откуда-то, на каком-то этапе. Либо бабушки, либо прабабушки, либо отцы, мамы, либо они сами. То есть вся страна представляет собой людей, выходцев из каких-то других стран. Поэтому эта жизнь очень активна. Вот я жила и работала в Нью-Йорке, Манхэттен. Каждые выходные перегораживается улица, а это сделать достаточно непросто. В том смысле, что это остров. Это остров, и трафик соответствующий, жесткий, но все равно каждые выходные перегораживаются несколько блоков, и очень, кстати говоря, немало, то есть не две улицы, то есть большой сектор, который отводится под какое-то действие, под какую-то, если можно сказать, такую движуху некой там общины, пуэрториканцы, мексиканцы, еще кто-то. Приносят свою, там, не знаю, какие-то традиционные вещи, танцы, еда, музыка. И, значит, все это происходит. И вот она посчитала, что, учитывая, что в этой стране, в Штатах, настолько активно гражданское общество и настолько комьюнити, представляющие людей из разных уголков мира, могут находиться в диалоге и делать это спокойно, что и она может нести свою лепту. Ну, просто к ней пришли, ее арестовали, и она подверглась такому количеству, в этом смысле, в смысле нее, как человек, который никому не угрожал, ничего не нарушил, в общем-то, нечеловеческому отношению,
что мы посчитали, что, во-первых, то, что с ней происходит, полностью заслуживает квалификации как политическая заключенная, потому что просто ей не предъявлено ничего. Вот вы понимаете, не то, что она, не знаю, забросала письмами какой представитель Конгресса, и он почувствовал себя дискомфортно, или она проводила несанкционированные встречи с общественностью в Бронксе. Нет, вообще ничего. Просто в каком-то имейле, смс она сказала, давайте сделаем, с кем-то переписываешь, типа, да, вообще нам нужно все-таки возвращаться к дружбе между Россией и США. Вот все. Все. То есть не то, что, знаете, она дома хранила литературу, которую распространяла в среди там, каких-то там социалистически ориентированных политических группировок, или в ее словах были найдены элементы там России. Вот ничего нет. Вот просто нет ничего. Есть просто девушка, молодая женщина, с активной гражданской позицией, которая соблюдала все миграционные правила и требования, находясь в той стране, хотела там жить, но при этом хотела, чтобы наши страны общались, дружили и не теряли тот багаж, который есть. Вот только за это она была помещена в тюрьму. То, что с ней там делали, мы это часто комментировали. Ну, я вам хочу сказать, я не уверена, что мужчины многие сильные, морально устойчивые, физически, так сказать, подготовленные, это выдержат. Я не могу об этом говорить полностью и все, потому что это персональные данные. Но я вам хочу сказать, когда вас... Вот вы можете себе представить, вы находитесь в тюрьме, вы находитесь ни за что. Вы понимаете, что, опять же, в контексте Штатов, там не может быть ситуации, когда как бы вас взяли, и там потом через 2 дня сказали, да, что-то хороший человек, давайте выпустим. Все, это клеймо, это по жизни, это навсегда. То есть каждый ваш дальнейший шаг, он сопряжен с огромным количеством проблем, которые вызваны вот этим вот либо задержанием, а тут уже арест, тут такие обвинения, тут медиа, которые уже нарисовали образ, что она просто, чуть ли не террористка, вот практически. Ничего человек не делал. И вот она находится вот в этом, к ней постоянно приходит, ей постоянно психологическое давление теми или иными способами реализуется в отношении нее. Ну вот просто, чтобы вы понимали, человек сидит месяц-два, каждый день, или через день, ночью, к ней приходит в камеру каждые там 20 или 30 минут. Подъем. Просто представьте, поживите так там 5 дней. Подъем. Почему? Обыск. Личный досмотр. Человек в камере находится, он уже туда помещен, уже там ничего не может быть. Личный досмотр. Обыск. Раздеться. И так каждые 20-25 минут. И это не день, не 2, не неделя, а постоянно. Он приходит и говорит, вы же понимаете, о вас больше никто думать-то не будет. Вот только как бы... И дальше это вот просто несколько примеров. И понимаете, как можно помочь? Таких, кстати говоря, случаев, к сожалению, огромное количество. Но вот такого беспредела я не видела ни разу. Поэтому мы считали, это было такое коллегиальное решение, что мы пока... И, безусловно, наше посольство посещает ее настолько регулярно, насколько это можно. Просто добиваясь этих встреч. Мы оказываем поддержку не только такую, знаете, моральную, да, и психологическую, которая чрезвычайно важна для человека в этом состоянии. Ведь ему уже приходят и говорят, что ты не нужен никому, твоя страна, она уже не знает, где ты. Ну что ты все подпиши, все будет хорошо. А твои, ты же твои знаешь, твои тебя всегда сдадут первой. Кому ты нужна? То есть очень важно дать человеку понять в этот момент, что о тебе не забыли. А потом, вы понимаете, вот я недавно фильм смотрела, вчера, по-моему, даже досматривала, потрясающий фильм, 2014 год, «Одержимость», по-моему, называется. Там история, одна фраза, но очень-очень показательна. Был такой психологический конфликт между мальчиком и преподавателем. Он закончился достаточно так, я бы сказала, с переходом в неправовую сферу. И потом к мальчику приходят там психологи, юристы и говорят, ты можешь дать показания на этого преподавателя, и чтобы дальше эта история с моральным давлением не повторялась. Потому что предыдущего мальчика, он, по нашим данным, он довел до самоубийства, этот преподаватель.
И парень, и парень как бы задает вопрос, или так или иначе, через приемы режиссерские, понятно, что он не понимает, а почему же родители вот того мальчика, который погиб, не подадут в суд и так далее. И она ему говорит, а у них денег нет, они в суд не пойдут. Это очень там дорого. Это невозможно потянуть человеку, который защищать свои права вы можете вот только до того момента, пока не начинается история с судом. Дальше вопрос денег. Либо вы находите каких-то спонсоров, либо находите какие-то foundations, то есть, как это называется, ну, типа фонды и ассоциации, которые занимаются вами до какого-то момента, либо все. То есть обычный человек через эту систему не может пройти. То есть он должен набрать какое-то неимоверное количество кредитов, а кредиты дают только благонадежным людям. То есть, помимо всего прочего, мы еще оказывали поддержку и с подготовкой документов, учитывая, что она гражданка нашей страны, находится там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот она была осуждена, она пошла на сделку со следствием, она осуждена, у нее выход намечен на конец октября. Мы очень надеемся, что она увидит свободу увидит ее, и что она вернется в целости и сохранности. По крайней мере, это страшная, в общем, адская эпопея закончится. Потому что, еще раз говорю, в современном мире, ведь, понимаете, мы же рассуждаем категориями не средневековья, мы рассуждаем все-таки категориями той стадии нашей цивилизации, когда все оперируют словами права человека, вообще права. Мало того, все говорят о том, что права у всех граждан, по крайней мере, одной страны, ну, если речь идет, опять же, о демократических обществах, одинаковые, у каждого есть возможность их отстоять. Но так же не бывает, что вообще ни за что, ну просто вообще. Но мы говорили о том, что и ситуация с Бутом, и с Ярошенко, и со многими другими, они все находятся вне правового поля. Там были подставные агенты, там были провокации и так далее. По крайней мере, вот понимаете, даже слово «по крайней мере» не могу сказать, люди занимались какими-то вопросами, где мы... Но все равно, если мы в правовом поле, мы так говорить не можем. Но в этой ситуации, не было вообще ничего. И, собственно говоря, никто с той стороны и не собирался объяснять свои поступки. Мне просто сказали, что она не оформила себя в качестве иностранного агента или что-то такое. И за это человек... Вот, во-первых, это спорно, потому что она никакой не агент, как она говорила, она ничего не нарушала, она занималась просто общественной, она даже не занималась, у нее была активная гражданская позиция. Еще раз говорю, это не были какие-то незаконные митинги, это не были какие-то акции протеста, она нигде не развешивала никакие, знаете, призывы там, к изменению какой-то политической обстановки, ничего такого не было. Просто жила, была, с кем-то встречалась, все это было открыто, не знаю, там, писала какие-то комментарии, писала какие-то там посты какие-то писала, переписывалась с людьми, организовывала какие-то встречи. Все это было легально, открыто и так далее, и так далее. Вот ни за что, сколько, 2, наверное, года вычеркнуто из жизни. Вот чтобы вы поняли. Причем это не просто ваше ограничение в чем-то, это настоящее, самая настоящая американская тюрьма. Да. У меня 2 таких вопроса. Первый, это по электронным визам. Как бы они сейчас в Калининграде работают в обратном направлении. То есть, чтобы мы Шенген получали также по электронному. Нет, в обратном направлении так не работает, потому что не хотят наши партнеры. Нет никакой зеркальности в наших отношениях с Западом в визовых вопросах. К сожалению, мы дошли до определенного уровня переговорного процесса с шенгенской зоной, они в одностороннем формате все это прекратили и свернули. Опять же, никакого фактологического объяснения нет, за этим стоит политика. Они просто этого не хотят. Они вначале нам объясняли, что это вопросы безопасности, что нужно еще немного, еще нужно придумать что-то, чтобы как бы обезопасить непонятно кого и непонятно от чего, то ли Евросоюз от нас, непонятно. Но потом все было свернуто, и безвизовый режим был введен, например, с Молдавией и Украиной. Но там-то вопросов безопасности точно нет для Евросоюза, как мы теперь видим. Еще тогда второй вопрос, как раз вот Юлия Мель.
если вы знаете, в Литве за дело 13 января 91 года, ну, весь Калининград. Ему сейчас 7 лет. Нет, ну просто ваша ремарка, если вы знаете, мы... Я просто я не знаю, какой час движения. Вот дали 7 лет, и как бы 4 года ему вообще не нет, я могу сказать, что с ним регулярно, его регулярно поддерживает наше посольство, мы делаем политические заявления, мы проводим весь формат работы, который необходим. Не только можно, но и вообще возможно проводить в его защиту, все это делается. Да, пожалуйста. Мусаев Халил, Москва. Я бы хотел поблагодарить МИД за защиту журналистки Юлии Юзик, то, что выступили за нее, которая была задержана в Иране. И хотел бы спросить, как вы проживаете моменты, когда страна... Как вы проживаете моменты, когда страна сделала что-то, а вам нужно вступиться за страну, хотя вы с ней не согласны? Ну, по поводу Юлии, да, спасибо. Я поняла. Второй вопрос. Это первый был. Хорошо. Да. Каково вам спится после этого, когда вы защищаете страну и понимаете, что вы пошли против своего принципа, так скажем? Спасибо большое. Знаете, когда у меня есть возможность поспать, я это делаю с удовольствием. Просто не всегда получается, потому что когда у тебя проходят одни сутки без сна, вторые, то вы знаете, наверное, многие из вас проходили после такой стрессовой ситуации, очень сложно себя переключить, сказать, а теперь мы можем поспать с тобой, Мария Владимировна. Иногда организм говорит, нет, ты знаешь, Мария Владимировна, ты нас приучила работать, и поэтому мы считаем, что и на третьи сутки спать не обязательно, будем с тобой работать дальше. Ну, это такое лирическое отступление, на самом деле действительно так. Но я к этому еще вернусь. По поводу Юлии Юзик, не надо меня благодарить. За что вы меня благодарите? Вы что, ее родственник, что ли? Брат, сват, кто вы? Почему вы? Она какое к вам имеет отношение, чтобы вы за нее меня благодарили? Наша работа изначально отстаивать интересы российских граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Они не связаны, наши шаги и наши действия, с тем, что мы рассчитываем на то, что кто-то поблагодарит или кто-то скажет, вот какие молодцы, Юлю-то защитили, а этого и не надо, этот мне не нравится. Это молодец, вот вы что, Мария Владимировна, за того-то не вступились, плохой он парень был. Нет, это не связано ни с одобрением, ни с поддержкой, ни с чем. Это связано только с качеством выполнения функциональных обязанностей. Понимаете, вы приходите к врачу, врач, опять же, не говорит о том, что вы мне скажите, молодой человек, вы вчера не вы случайно ходили из баллончика граффити на школе, наносили. Если это вы, я с вами нет. Я у вас в горло сегодня смотреть не буду. Я с вами на разных политических платформах, позициях. Причем тут это? Понимаете, может быть, это коснулось кого-то, кто не следил за тем, чем мы занимаемся, и просто впервые сказал, смотрите-ка, молодцы какие. Да нет, вот Бутина. Это только яркие случаи. Почему? Ну, наверное, потому что женщины, молодые женщины, девушки. Ну, наверное, потому что у одной 4 вроде бы детей. Ну, кроме них-то, я например, считаю, что здесь и дискриминации тоже в информационном плане не должно быть. А мужчины? А у мужчин тоже есть и дети, и жены, и семьи. Почему, о них не говорят так много? А это же происходит каждый день. И причем у кого-то по собственной, к сожалению, бывает и, глупости попадают в совершенно дикие ситуации, вы даже не представляете, в какие. Вот даже себя не представляете. То есть, когда условно говорят, там крокодил, говорят, да я быстро сплаваю. И все. А потом звонят родственники и говорят, а как нам урну доставить, из Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы не за $25 000, потому что нам его и так хранить не на что. Понимаете, это каждый день, каждый. Этим занимаются наши посольства, в основном консульские сотрудники. А бывает по политическим моментам, о которых мы говорили. А бывает например, в качестве, вы сейчас Юлю упомянули, мы об этом не говорили, но, по крайней мере, я не говорила. Но могу сказать, что если бы она сразу по прилету в Иран
когда у нее забрали паспорт, обратилась бы в наше посольство, я думаю, что проблема была бы решена намного проще и намного быстрее. Но, к сожалению, больше 2 дней она была без документов, и она не сообщала никому, ни консульству, ни посольству, ничего. И она могла бы точно так же позвонить своим друзьям в Москву, и, если, допустим, у нее не было возможности по каким-то причинам позвонить в наше посольство в Тегеран, хотя я не понимаю, что это за причины. Если вы находитесь, если вы не арестованы, если у вас есть средства связи, если вы можете передвигаться, или даже не можете передвигаться, что вас может остановить, позвонить в посольство, сказать, вы знаете, тут какая-то со мной ерунда происходит, мне что какие-то люди пришли, паспорт забрали. Я просто напомню, что у вас паспорт никто не может забрать. Чья это собственность паспорт? Молодец, правильно, Российская Федерация. Почему кто-то у вас может его забрать? У вас его могут, конечно, взять, проштамповать визу, у вас могут добровольно, вы можете его дать под расписку для того, чтобы произвести какое-то оформление. Но простите меня, когда вы приезжаете, остаетесь без документов, и кто-то у вас уносит то, что вообще-то даже не совсем ваше, а принадлежит государству, вот это повод позвонить государству. И сказать, вы знаете, у меня тут что-то я не понимаю, что здесь как-то. Может, вы как-то можете мне объяснить, помочь и так далее. Тут же бы подключились. Моментально. 2,5 дня было потеряно раз, а потом, уже после всей этой драмы, у меня и вопрос, и просьба. Так давайте сразу. И давайте всю вот эту махину разворачивать, я имею в виду со стороны общественности, заранее рассказывать друг другу, что нужно выезжать с медицинскими страховками. Я каждый брифинг в апреле, в мае, перед туристическим сезоном об этом рассказываю. Каждый раз. А вы знаете, что мне люди пишут? Вот вы вчера опять сказали, что нужно страховку оформлять, а мне на новый купальник не хватает. Вот как вы считаете, между страховкой и купальником я что выберу? У меня реально комментарии такие в паблике есть. Я не знаю, что. Кому что, наверное, дороже. Просто потом сложнее этим заниматься. Ведь, понимаете, мы же живем, конечно, с ощущением, что все кругом все должны, но иногда мы тоже должны о чем-то позаботиться и подумать. Поэтому меня не надо благодарить. Это базисная работа, это записано везде. Это записано всюду, в концепции внешней политики, во всех наших нормативных внутренних положениях. Каждый консул, каждый сотрудник посольства выезжает и знает, что он должен делать для защиты наших граждан. Потом, понимаете, еще такой абсолютно несправедливый и очень неправильный момент. Мы забываем о всех остальных случаях. Просто потому, что у кого-то есть там где-то друзья и так далее, почему-то все считают, что с остальными, как-то можно это не придавать значения. А я считаю, нет. Мы поэтому только для этого создали портал, даже не портал, а аккаунты консульского департамента, непосредственно консульского департамента. Обычно у нас сайт, и нет распределения по аккаунтам направлений служб внутри МИДа. Есть главный аккаунт МИД в Фейсбуке. Но мы создали специальный аккаунт консульского департамента в Фейсбуке и на других платформах для того, чтобы люди могли прийти и написать: ребята, у меня забрали паспорт. Я не знаю телефона нашего посольства в Тегеране или не хочу его узнавать. Будьте добры. Почему это не работает так? Ведь государство сделало все. Есть горячие линии, есть мобильный зарубежный помощник. То есть вы на любую свою платформу, на все планшеты, на все телефоны вы можете заказать. Кнопочные не знаю. И с проводом, алло, вот это тоже нет. Но те, которые мобильные, вы можете закачать зарубежный помощник. Там есть все, там есть экстренная кнопка. Когда уже ничего не помогает, вы понимаете, что вот оно летит, и оно сейчас, видимо, сюда. И вы можете кнопочку нажать, чтобы хотя бы все знали, где искать то, что от вас осталось. Да? А есть более прагматичные вещи, которые призваны просто стать профилактикой. Там есть все. Валюта, ситуация, климат, прогнозы, там все есть. Нет, это никому не интересно. Понимаете? И вот в этой связи я вам хочу сказать, вот в этом аспекте, к сожалению, мне кажется, государство ушло вперед. И я все никак не могу. Почему я приезжаю сюда? Почему мне вроде правда, в субботу есть чем заняться? Это к вопросу о мечтах. Но я приезжаю сюда. Для чего? Для того, чтобы вам в том числе этим... если убрать микрофон, то, в принципе, это первобытный способ общения, да?
первобытным. Вот только для того, чтобы вам сказать: ребята, в интернете есть помощник, закачайте, приедете в страну, отнимут паспорт. Не надо ждать, пока это эгегей. Позвоните, напишите, нажмите кнопку. Это же неправильно. Но разве государство в этом виновато? Сколько еще я должна проводить брифингов, да? Что еще я должна сделать? Гипервнимание к одним, отсутствие внимания к другим. Понимаете? Он Путин сколько сидит? 2 года. Вышинский сидел. Ну, кто-нибудь из вас за Вышинского вступился? Вот. А он чем-то хуже. Ну, он, Кирилл Вышинский, он чем-то хуже. Только есть один нюанс очень важный. Его-то взяли за профессиональную деятельность. То есть не потому, что что-то не так оформил, или не было медстраховки, или он находился не в своей стране. Да нет. Вот где это, так сказать, потенциал общественного резонанса-то? Где? Где вот этот, как мне вот это очень понравилось, нужен шум? Да, нужен. Ну и по Путину нужен. И по всем остальным, они просто по тем единицам, которые вдруг вот как звезды взлетают. Это должно быть наше... И потом, что значит шум? Что? Ты что, должен просто свой след в интернете оставить? И безобразие какое? Да нет. Ты скинь телефон, скинь ссылку, скажи: да ты позвони, вот ты позвони им. Понимаете? Уже все создано, уже окружили таким, так сказать, я говорю про наше ведомство, уже окружили таким количеством возможностей, да. Я вам могу историю рассказать, не поверите, какие мне сообщения приходят в Инстаграм, в личный, что я должна сделать и кому. Для того, чтобы там, ну, я же тоже пытаюсь ответить и так далее. Но есть просто прямой контакт по непосредственным нашим обязанностям. Почему этим никто не пользуется? Почему нужно как-то обязательно куда-то там вот очень сложный какой-то гибридный такой придумывать механизм, когда все создано для того, чтобы... Вот мы сколько раз просим, когда съемочные, например, группы, журналисты выезжают за рубеж. Разные бывает за рубеж, понимаете? Можно поехать за рубеж, где уже и так сказать, Мекка и Медина журналистики, все знают, что такое журналисты, и как. А можно поехать туда, где не ступала вообще нога человека, тем более журналист, вообще никогда там не были. Ну, мы сколько можем просить? Пожалуйста, обращайтесь в МИД, обращайтесь в посольство. Хотя бы справку мы вам отправим, мы хотя бы контактную информацию вам дадим. Понимаете, нет, все как бы, да ладно, что там, все это не надо, все, сами. А потом начинается, помогите. Ну, вот, понимаете, вот эта история с гражданским обществом, она должна работать и как дорога с двусторонним движением, и как хорошая дорога, и как дорога, на которой предусмотрены телефоны, да, с номером службы спасения бесплатные и работающие, и заправки, да, и пункты, не знаю, автосервиса, и кафе, и туалеты, понимаете? То есть это целая такая вот история, а не только когда, вот кипиш, хайп, все, побежали, а дальше это все неинтересно. То есть вот не будьте безразличными, не будьте подвержены вот этой истории про то, что, ой, началась какая-то движуха, давайте, а завтра у меня другие планы, извини, это не это самое, не ко мне. А чьих он там будет? Ну хорошо, да, это наш человек, это брат наш, да, а это не важно, да, а это женщина, или наоборот. Это у нее 4, у нее 5 детей, это нормально, это можно поддержать, а вот это нет, а почему у нее нет детей? Child free, это мы этих не поддерживаем. Так не может быть, понимаете? А по поводу того, что есть какие-то расхождения в том, что я делаю между моими личными взглядами и тем, чем я занимаюсь, ну, вы вот хотя бы мне какой-то пример приведите. Что? Вот у меня бывает ситуация, когда я реально понимаю, что можно больше было, а вот я, например, вот не доделала или не сделала. Можно было более качественно, или можно было все-таки добить эту тему, а вот мы ее не добили. Это действительно вызывает во мне жгучее желание еще не ложиться спать, а еще что-нибудь доделать. Принципиальных расхождений. У меня были пару вопросов, это были большие темы, когда, я бы, наверное, я бы поступила по-другому. Или, наверное, я бы, по крайней мере, провела какую-то вот для меня нужную
глубинную исследовательскую работу, а кому-то она не понадобилась. А может быть, кто-то провел, а просто меня не поставили в известность, а с какой стати должны были, да? Это же не значит, что если мне что-то непонятно, это неправильно, да? И такое тоже может быть. Это значит, мне только непонятно. А бывали ситуации, когда я вначале внутренне протестовала, просто вот я протестовала невозможно, ну просто невозможно. А потом я понимала, что да, это может быть не лучший вариант. Но не принять это решение было бы еще хуже. Бывает и такое, когда ты понимаешь, что хорошей опции нет. Ну просто ее нет. Вот есть плохая и очень плохая. Как вот здесь вот взять и какую-то сторону принять? Сложно сказать. Но это, например, проходило через там, 2 года. А внутри я вначале была просто возмущена до беспредела. Ну как же так можно? Ну зачем? Ну почему? А есть ситуации, которые ты просто не понимаешь. Но вот ты понимаешь динамику, да, ты понимаешь элементы глобальные, а какую-то тонкую внутреннюю надстройку, да, проблематики, ты понимаешь только спустя или даже потом. Почему? Потому что, а кто ее понимает, кроме каких-то грантов, да, в этих больших международных играх? Для этого надо очень много читать, для этого нужно очень много знать, для этого нужно читать на разных языках, сравнивать и так далее. А при нынешних скоростях даже возможности такой нет. Вот. Да, пожалуйста. Флейс Мира, представляю еврейскую общину города Твери, учусь на 1-м курсе международных отношений. У нас в последнее время главная тема – это конференция ООН, которая недавно проводилась. И как вы считаете, в чем причина отказа российским делегатам в визе? Да, речь идет о том, что это Генеральная ассамблея ООН. Многие считают, что она проходит только по сентябрям. На самом деле она длится целый год. Там неделя только перерыв, а начинается в сентябре. И, собственно говоря, тогда же и заканчивается уже ровно через год. Заседание Генассамблеи идет круглогодично. Почему? Потому что Генассамблея есть вот большое здание с такой зеленой трибуной, где сидят все представители всех стран. Это называется именно заседание Генассамблеи. А еще Генассамблея состоит из большого количества комитетов. 1, 2 и так далее. И подкомитеты, и огромное количество конференций, и мероприятий, которые проходят. Поэтому, когда речь идет о выдаче визы, не подумайте и не надо думать, что да, ребятам просто не дали потусоваться там 3 дня в Нью-Йорке. Нет, речь идет о том, что регулярно не выдают нашим экспертам визы, которые раньше выдавались, человек подает, сразу наш эксперт по разоружению, например, вот он занимается разоружением, он запрашивает на год, потому что в течение года существует большое количество мероприятий либо в Нью-Йорке, либо по этой же теме, но в Женеве, там другая площадка ООНовская есть. И он, ездит, у него уже есть эта виза, он ездит в ООН, он не поедет в Аризону, он не поедет в Сан-Франциско, он даже не поедет там куда-нибудь еще, в Бостон. Он реально приезжает в место дислокации штаб-квартиры ООН, Нью-Йорк. Учитывая, что Нью-Йорк это и Манхэттен, а наша база постпредства, она находится в Бронксе, вот он будет где-то, да, может он в Вашингтон, в посольство отъедет, да, если там будет какая-то необходимость. Но все. И самое главное, что и тип визы ограничивает его в перемещении. То есть он не может с этой визой там, заниматься какими-то вещами. Поэтому раньше этих проблем не было. Сейчас они появились. И мы стали их фиксировать не в этом году. Мы их стали фиксировать какое-то время назад. Об этом говорить. Просто в этом году это было слишком демонстративно, чтобы не сделать эти заявления. И чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром. Вчера вечером я видела заявление офиса Гутиерреш, это генеральный секретарь ООН, относительно того, что это, конечно, это просто действительно наносит серьезный удар по работе организации. А как? Россия, страна, член Совета Безопасности, постоянный член СБ. Собственно говоря, стратегическая стабильность, безопасность, контртерроризм. Без России это невозможно в принципе, просто по всем причинам. Начиная от уровня наших специалистов и вовлеченности во все международные конвенции и их выработку, завершая просто географией. Вот понимаете, как бы ты вот это 1/6, ты не... Какая, о чем мы говорим, да? То есть это невозможно. И поэтому мы этот вопрос поставили. Мы также поставили вопрос о том, что если так будет дальше идти, и не только в отношении России, с этим же сталкиваются многие другие. Вот иранцам они сейчас то дают, то не дают, то дают меньше, то дают не всем, то дают не такие визы. Вообще-то с иранцами американцы сидели 4 года и прорабатывали СВПД, совместный план действий по ядерной проблематике.
Конечно, там присутствовали все страны, там, 6 плюс Иран. Но так на секундочку центральными переговорщиками были американцы. Все было нормально. И в Вене встречались, и в Женеве встречались, и двусторонние переговоры. Не было проблем. Почему вдруг, вот вдруг, причем и в Иране вроде ничего такого не поменялось, чтобы изменить к ним какое-то отношение. Они, в общем-то, отстаивают все те же самые принципы. Почему визы-то не дать? Но на самом деле это старая проблема. Она просто сейчас начала касаться всех так глобально. Вы понимаете, что, например, представители Абхазии, Южной Осетии, вообще, несмотря на то, что все понятно, мы понимаем, что там, Соединенные Штаты не признают их в качестве независимых государств, так они в Штаты не едут. Они хотят донести свою позицию до ООН, коль скоро ООН занимается их вопросом. Но это же безумие. Вот я считаю, это полное безумие. Когда международная структура занимается чьим-то вопросом, какой-то конкретной, не знаю, территории, народа и так далее, и не дает ни этой территории, государству, народу высказаться напрямую. Это же абсурд, это Оруэлл, понимаете? Это вот такая вот антиутопия. Вот, понимаете, Платонов котлован. Как это? То есть давайте, или Льюис Кэрролл, вот, наверное, более подходящее сравнение, учитывая, что это позиция там, западных партнеров. Давайте о них поговорим, подумаем, как им помочь, или наоборот, что у них там происходит, но мы им слова не дадим и вообще их не пустим. Почему? Почему так? Кто это вообще придумал? Просто потому, что ты сидишь на кнопке, можешь нажать кнопку «вкл» и выдать визу, а можешь нажать кнопку «выкл» и отказать, а можешь ни на ту, ни другую не нажать, а просто сидеть и издеваться, ощущая какую-то фантастическую гармонию вот, внутреннюю от того, что ты можешь дать, не дать визу и повлиять на мировые процессы. Или вообще какую-то такую интригу. Ну, это, тогда надо закрывать вообще всю эту лавку с правами человека, с международными конвенциями, с международными организациями. Все просто. Так не бывает, что ты с одной стороны окормляешь огромное количество НПО, фондов, говоришь о демократии и так далее, а с другой стороны просто банальнейшим образом сидишь на рычаге и говоришь, этим дам визу, а этим не дам, этим дам слово. Это как с микрофоном. У нас типа свобода СМИ, но вот этому микрофон вы, пожалуйста, выключите. А вы, пожалуйста, говорите, товарищ. Да, мы просто вас слышать не будем. Продолжайте, нормально. Я вижу, что вы говорите. Мы же вам не запрещаем говорить, мы вас просто не слышим. Вот примерно как бы сейчас, на что эта история похожа. Поэтому реакция пошла очень сильная. Обсуждали это, по-моему, Первый комитет этим занимается, Генассамблеи, высказали очень жесткие на уровне протестов неприятия и свое отношение американской делегации. Им сказать, в общем-то, было нечего. На уровне Генсека это пошло. Самое главное, что просто мероприятия не будут проходить. Они уже, многие из них не проходят в том месте, в котором они были запланированы. Да, давайте. Балахан Мамедов, Москва. Скажите, пожалуйста, вот какие ошибки допущены в ваших официальных заявлениях вам больше всего неприятны? Какие такие ошибки? У меня было 2 раза, когда мы делали комментарии. Вот лично я один раз сказала, что высокий представитель ОБСЕ по свободе СМИ, это была еще госпожа Миятович, что ей там не выдали въездные документы, она хотела куда-то поехать там на Украину, потом оказалось, что ей выдали, мы сделали комментарий, что вот мы приносим извинения, наши, эксперты дали не ту информацию, она была там старая или не обновленная. Второй раз я была была история такая, может быть, вы знаете, в одной из американских газет, по-моему, 80-х годов, была опубликована фотография Бен Ладена, и было написано, что достойный воин на пути демократии. И прям Бен Ладен стоит в одеяниях и так далее. И в одном из эфиров, это было 60 минут, я сказала о том, что делегация талибов с Бен Ладеном была принята в Вашингтоне, в Белом доме. Вот у меня просто наложилась эта фотография с фотографией, как действительно их принимают в Белом доме. Я пришла в эту же программу через неделю, позвонила, говорю, Женя Попов, говорю, ты знаешь, я просто там ошиблась. Была о нем статья и была делегация, но без него в Белом доме. Я хочу в этом же месте, в этой же программе прийти и сказать, что я вот допустила.
честно говоря, опечатки мы не считаются же, да? Что еще? Если вы мне что-то напомните, я еще что-нибудь такое тоже посыплю голову пеплом, покаюсь, извинюсь. Вот это то, что было конкретно, но я об этом сказала. Был еще один момент, но там была министерская позиция, она была озвучена публично на пресс-конференции. Не я ее озвучила, но мне позвонил журналист и говорит, вот сейчас вот там, министр сказал про меня лично, а это неправда. Потому что вот так и так. Я говорю, все, я поняла, я тоже сделала, написала, говорю, что в ходе пресс-конференции, там, то самое, это не так, мы приносим извинения. Мы сразу это делаем, мы не откладываем ни в какие ящики, мы не, если есть какие-то ошибки и так далее, но это за 4 года я вот вам рассказала. Вот. Если вы говорите о каких-то политических оценках, да, я тоже, вот тогда приведите конкретный пример, о нем поговорим. Да, пожалуйста. Да, спасибо. Белорусская земля чисто на Брянщине. Что вы думаете про политику союзных государств и про унифицирование законодательной базы России и Белоруссии? Ну, я считаю, что здесь какие-то высокие политические оценки, мне не надо их повторять, они все даны были. И, кстати говоря, актуализированы неоднократно, потому что сейчас контакты очень динамично развиваются. А что касается унификации, то это все нужно для того, чтобы люди, которые живут в России, и люди, которые живут в Беларуси, делают бизнес, занимаются различными видами деятельности, им было просто удобнее, учитывая, что мы ближайшие и партнеры, и союзники, и соседи. У нас там общее очень много что. От истории и языка, не знаю, возможностей для дальнейшего развития. То есть это нужно для того, чтобы стало проще, легче и выгоднее. Вот и все. Вот то, что я думаю. Да, пожалуйста. Спасибо. Мария Владимировна, добрый день. Алексей Карпов, город Архангельск. Благодарим, что нашли время для общения с нами. Вы официальный представитель МИД России, и без преувеличения, наверное, здесь можно сказать, что вашим словам внемлет весь мир, тем более технически это сейчас возможно. Говорите еще. Сочту за честь. Но, давайте вы вопрос... Все-таки мы так как-то более неформально сегодня. Вопрос касается тех самых упоминавшихся ранее соцсетей. Когда вы публикуете какой-то комментарий, который касается, прежде всего, внешней политики, это все-таки позиция министерства, это ваша гражданская позиция или оба? У меня 2 аккаунта. Один в Инстаграм, второй в Фейсбуке. У меня был еще в Одноклассниках, но я его очень давно не веду. Просто у меня нет времени вести все. Веду я все сама. У меня никто не сидит, не за мои личные деньги никто не нанят. Никто на работе не сидит, ничего за меня не пишет. Это 2 моих личных аккаунта. Я очень часто получаю этот вопрос, в каком виде я там присутствую. Это личные мои страницы. Они были, я их начала до того момента, когда я стала директором департамента. То я при этом была и замдиректора департамента, а до этого я была и начальником отдела, и так далее, и так далее. Как нам определить, что это такое? Это мои персональные страницы, на которых я выкладываю различную информацию от общественно важной или реагирую на какие-то общественно значимые вещи. Моя личная информация, какие-то мои эмоциональное какое-то состояние, вещи, которые привлекают мое внимание, какая-то личная информация. Если там есть вопросы, темы, посты, связанные с внешней политикой, международными отношениями, журналистикой, я выступаю там как эксперт. Это не заявление МИДа, это заявление меня как эксперта. Это очень интересная тема. Вот раньше, да, даже еще 20 лет назад, хотя, я думаю, даже еще 15 лет назад, вы могли, уходя с работы, выключить свет, взять пальто, закрыть кабинет на ключ и сказать: все, вот сейчас 18:05, у меня конец рабочего дня, вот это моя личная жизнь. Пока меня не вызовет опять начальник на работу, я опять не приду в этот кабинет, даже в этот же день, даже там позже, в 10 часов, открою его, войду и опять начну исполнять, значит, функциональные обязанности. А потом опять выйду, и опять это моя личная жизнь. Все,
соцсетями и с развитием средств массовой коммуникации эта тема закрыта. Это когда это я неофициальное лицо? Неужели вы считаете, что после нашей сегодняшней встречи, когда кто-то что-то сфотографировал, кто-то снял на видео, кто-то что-то написал, отметил там и так далее, кто-то скажет, она к нам приехала, это просто человек. Ну, о чем вы говорите? Никто же даже себе труда не даст даже задуматься на эту тему, а тем более там начать. Все, мы пришли вот в этот глобальный мир, где человека воспринимают целостно. Он все. И когда он в магазине, и когда он на трибуне, и когда он в ходе интервью, в ходе встреч с общественностью, в бассейне в ходе там какого-то заплыва, там, я не знаю, в поддержку чего-то, или просто в бассейне, потому что вот он ребенка учит плавать, да, неважно. По всей совокупности всего, да, вплоть до там выражения лица, когда там вдруг кто-то тебя где-то там сфотографировал, да, все, ты все равно с этим ассоциируешься. Хорошо это, плохо это, уже тоже никого это не интересует. Это такая данность. Вот мы живем в таком мире, просто это надо принять и понять. И поэтому отделять вот эти вещи, я с какого-то момента начала к этому более так относиться. Я поняла, что если там содержится какая-то информация, такая действительно. То есть, ведь, понимаете, для меня эта страница, она не имеет коммерческого приложения. Я не размещаю рекламу. Это очень важный момент, кстати. Я не продвигаю никакие товары. Я ни за деньги не публикую никакие отзывы. Она исключительно и только вот на таких общественно-личных началах ведется. Там нет ни одного материала. Там, во-первых, нет ни одного проплаченного ни лайка, ни подписчика, ни там, ни там. И там нет ни одного материала, за который бы я получала деньги, или бы делала его по чьей-то просьбе, и эта просьба не соответствовала бы моему пониманию или отношению к этой теме. То есть мне могут, например, мои друзья, там, журналисты сказать, слушай, или не журналисты какие-то, там, искусствоведы какие-то сказать, что, вы знаешь, у нас тут выставка открывается, приходи, интересно будет. Я приду, сделаю, причем они говорят, ты сделай обязательно какой-то репорт. Нет, это моя личная история, да. Но я все равно понимаю, что если почему я сказала, что начала к этому относиться так тонко. Я вот раньше, еще несколько лет назад, 5 лет назад, я могла прийти в кино и потом сказать, да, это не фильм вообще, это ужас, это кошмар, и дальше. Сейчас все. Или, например, так себе фильм. Почему? Я понимаю, что это я уже даю, никто не составит, ни у кого не хватит ни терпения, ни желания сказать, да нет, это ее личная точка зрения. Все равно скажут, что официальный представитель МИД России Мария Захарова разгромила этот фильм. А почему я, как официальный представитель, я просто как человек, у меня может плохое настроение, второй раз я его посмотрю, мне понравится. Может такое быть? Может. Но все, мы уже ушли, мы уже в топе, а может и фильм хороший, но просто я его не поняла. Например, мне стало большим уроком, как первый раз посмотрела «Красота по-американски», когда он был в 2001 году или 2002, и вообще его не поняла, вообще ни о чем. Потом я вернулась к этому фильму, и сейчас он один из моих любимых. То есть я к чему говорю, о чем я говорю? Я говорю о том, что это невозможно определить, это по совокупности всего, но это точно не официальное заявление МИД, хотя СМИ их цитируют. Но они всегда добавляют на своей странице в Фейсбуке. И так далее. У нас есть официальные аккаунты, у нас аккаунты везде вообще в соцсетях, аккаунты МИД и так далее. МИД может сделать мой перепост в рубрику «Мнения». МИД иногда это делает, интересные мнения журналистов, аналитиков, статьи какие-то интересные. Они делают, подверстывая и пишут сразу хэштег, рубрика «Мнения», сразу давая понять, что это не официальная реакция. Официальная реакция – сайт, брифинг, заявление и так далее. Но опять же, это очень тонкий момент, понимаете, потому что даже сегодня были вопросы явно, которые укладываются в рубрику какого-то официального мнения, а есть абсолютно частное. Бывает на брифинге, мне дают 20 вопросов про международную политику, и один, скажите, пожалуйста, скоро Новый год, как вы будете его проводить? А вы где будете, в России или не в России? Это же просто обо мне, что я буду говорить? Нет, вы знаете, я на этот вопрос не отвечу. Половина подумает, что я что-то скрываю, половина подумает, что я неуважительно отношусь и так далее. Я должна буду ответить. То есть это, понимаете, это все время, это такая очень тонкая вещь. А что касается не только соцсетей, но вообще
пиара, пресс-секретарства и так далее, это еще и имиджевая вещь, где вообще свои законы. Вот. Спасибо. Давайте вот. Люди в форме. Вот в форме, да, в форме. Сначала в форме, потом... Спасибо. Благодарю вас за выступление. Очень много для себя почерпнул сегодня. Представлюсь. Младший урядник Миколута, Первый казачий университет. И я с самого начала хотел задать вопрос. Вот мой взгляд на телевидении. Когда у нас освещаются проблемы и новости внешней политики, и когда внутренней, почему у нас сформировалось такое мнение, что выводы и результаты у нас не в пользу последней? То есть у нас только успешная внешняя политика, а внутренняя вот как-то все. Откуда пошло это вообще? Кто бросил или кто-то работает плохо, может быть? Спасибо. Нет, вот давайте так. Вы считаете... Вы сейчас такую, как бы, поставили... Если бы у нас с вами был семинар по пиару или по работе пресс-служб, да, вот такой семинар, который бы был просто про разбор непосредственно рабочих моментов на экспертном уровне. Ну, я бы вам ответила, почему досконально, но в данном случае я не могу себе этого позволить, потому что есть работа коллег. Я могу отвечать за свою работу. Вот к вопросу о мечте. Ну, сейчас у меня, наверное, другие мечты, хотя у меня с детства всегда была одна мечта, чтобы все были здоровые и не было войны. Правда, честное слово. Мне еще там хотелось сказать, чтобы дом был красивый, чтобы семья была. Да, но вот на первом уровне всегда было, чтобы были все здоровые. Я не понимала, почему мир устроен так, что люди должны болеть. Сейчас понимаю, раньше не понимала. И чтобы не было войны. Вот. А сейчас на каком-то этапе вдруг у меня появилась мечта сделать так, чтобы наша пресс-служба работала хорошо. Хотя я была только рядовым сотрудником. Откуда пришло это ощущение? От того, что ты видел другие примеры, когда люди работали действительно хорошо. И это были и внутри страны примеры, и за рубежом. А когда я поработала в Поспредстве России при ООН, я еще увидела различный опыт, учитывая, что это конгломерат стран, то есть это площадка, где работают все страны. Кто работает хорошо, кто не очень, а кто фантастически. И я, собрав этот опыт, мне очень захотелось все, что я вот увидела, применить. И мне очень захотелось, чтобы, когда обращались бы к нам, общественность, журналисты, просто люди сами по себе, чтобы они не слышали, знаете, вот это «и чё?», «ну и чё вы от меня хотите?», «и чё надо?», и все, да, «ну присылайте заявку», «да, получили», «а я не знаю, у меня перерыв», да, там, да. И что мы этим отвечать будем? Или вот это хамский непрофессионализм, или сочетание хамства и непрофессионализма, оно закончилось. И плюс еще, мне очень хотелось, чтобы все, я не знаю, по крайней мере я, все время жила с ощущением, что я как бы нахожусь по ту сторону, да? Что я как бы являюсь журналистом, который нужно оперативно получить вопрос, человеком, который нужно оперативно найти контакт, не знаю, организацией, которой нужно оперативно, найти какой-то выход и так далее. Ты все время как бы себя проецируешь, а что бы было, если бы это был я? Вот это была моя мечта. Мне кажется, мы приблизились к тому, чтобы частично она реализовалась. Вот, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это было так. Про других я не могу сказать. Я вот занимаюсь своим. Меня часто приглашают на семинары, мы встречаемся с пресс-секретарями в регионах, вот даже несколько было сегодня ребят из разных регионов, приезжают туда, и, например, на региональных площадках я провожу какие-то вот мероприятия. Да, мы очень часто к нам приезжают, у нас на базе пресс-центра существует даже уже такая площадка для семинаров, для консультаций, мы разговариваем, показываем, как мы это организовали. Поэтому вот за себя я могу ответить. Рассказать, если меня спросят, как там по другим частям, наверное, тоже, если кому-то это будет интересно. Публично давать оценку не считаю нужным, потому что, не знаю, ответила на ваш. Поняли вы, что я хочу вам сказать или нет? Да не прошу осуждать коллег, а именно спрашиваю, это СМИ так освещает по-разному деятельность, или это уже какая-то другая внутренняя проблема? Это ножницы плохо режут? Или те, кто держит в руках эти ножницы?
Как ответить? И ножницы могут быть тупыми, и человек. Я вот тоже по специальности я тоже востоковед. 3 года я работала переводчиком китайского языка в золотодобывающей компании. Но в силу определенных обстоятельств мне пришлось поменять сферу деятельности. Вот. И чтобы не забыть язык, я вот начала обучение деток. Вот, общаюсь с китайскими своими друзьями. У меня вопрос такой. Как часто в работе вы используете китайский язык? Если не часто, то что вы делаете для поддержания его, чтобы не забыть? И может, у вас вообще совсем на это нет времени? И какой у вас штат переводчиков китайского языка? Да, я поняла. У меня совсем нет на это времени, поэтому использую я очень редко. Вот я сейчас была на консультациях в Пекине. Я могла поддержать такую общую беседу, но когда касалось дела каких-то специфических моментов, действительно мы разговаривали и через переводчиков, потому что я пришла и 20 лет нахожусь и работаю в МИДе без использования этого языка. На каком-то этапе я хотела, у нас есть высшие курсы иностранных языков, для того, чтобы поддерживать уровень и сдавать его. У нас обязательно нужно сдавать квалификацию. Тогда был на определенном уровне. Потом, когда ты сдаешь какое-то количество раз, уже этого не требуется, но при этом он у меня не в активе для того, чтобы сесть и провести переговоры на нем. Но при этом я могу общаться, говорить, периодически записываю какие-то комментарии на китайском языке, они очень нравятся китайской публике. Мне сказали, я поздравила все, где 2 строчки было, поздравила китайскую аудиторию с 70-летием КНР. За буквально день или 2 все это набрало 40 миллионов просмотров в Weibo. То есть вот, им нравится это, вызывает у них какое-то ощущение, что их уважают, что интересуются их культурой, а я действительно уважаю и интересуюсь культурой. Вот. А что касается переводчиков, у нас, что касается редких языков, вот у нас есть департамент лингвистического обеспечения, там переводчики английский, французский, немецкий, может быть, еще какие-то, точно я не скажу. А редкие языки, они закреплены за департаментами территориальными. То есть человек является и дипломатом, то есть пишет бумаги, работает, и при этом является переводчиком. Переводит на высшем уровне, переводит министру, переводит по просьбе, допустим, наших законодателей, из Госдумы приходит письмо с просьбой выделить. Но работают они, переводчики с редкими языками, непосредственно в территориальных департаментах. Друзья, Марию Владимировну нужно отпускать. Вот, давайте последний вопрос. Человек, мы у него вырвали просто микрофон из рук. Здравствуйте, Мария Владимировна. Меня зовут Илья Фатов, я с Пятигорска. У меня вопрос из рубрики «Мнения». В последнее время в России в обществе вопрос поднимается о возврате смертной казни. Хотелось бы узнать, вы за возврат или против этого? Спасибо. Ну вот сейчас начнется. Мы сейчас с вами в топ выйдем, я чувствую. Ну, я считаю, что, во-первых, это вопрос, который должен рассматриваться в нескольких, что ли, на нескольких не уровнях, а в нескольких таких сферах или в нескольких, под несколькими углами. У нас есть наши обязательства по тем международным документам, к которым мы выразили нашу приверженность. Понимаете? Мы как с этим будем? Это же не вопрос того, что мы завтра соберемся какой-то группой активистов, да, и не будем принимать во внимание этот важный момент. То есть это вопрос для меня, как дипломата, как человека, представляющего внешнеполитическое ведомство, имеет международно-правовое измерение. Вот я не могу говорить на эту тему от себя и свободно, потому что у нас, я представляю ведомство, которое как раз занимается международным правом. С этой точки зрения мы привержены определенным обязательствам, которые наша страна на себя взяла. Что касается моей личной позиции, исключительно личной, то я очень много на эту тему думала. Я много, во-первых, читала и художественной литературы, и нехудожественной литературы.
я читала. Это одна из тем, не которая вызывает мой специальный интерес, но если что-то этому посвящено, и у меня есть возможность, я обязательно с ней ознакомлюсь, с этой темой. Я считаю, что сейчас будет сложно. Я считаю, что качество работы по профилактике, предотвращению, расследованию, вынесению приговоров, исполнения наказаний, преступлений должно быть такого уровня, чтобы этот вопрос мы с вами вот так вот абсолютно любительски даже не обсуждали. Мне опять скажут, что я сказала сложно или там ушла от ответа. Нет, я не ушла от ответа. Сказала исключительно свою собственную личную позицию. Вот если это так будет, то, как мне кажется, это самое главное и есть. Но это все вместе в совокупности. От профилактики до исполнения наказания. И ни один сегмент не должен превалировать или быть предан забвению. И ни один из них. Это очень важный момент, чрезвычайно важный момент. Потому что я начала с профилактики. А это все. Это образование, это воспитание, это, не знаю, это развитие, это все вместе. Вот ни один из этих компонентов не должен по значимости уступать другим. Понимаете? Я не уверена, я даже, можно сказать, что, опять же, исходя из прочитанного и передуманного, мне кажется, что все попытки сделать общество и людей совершенными за них самих, они были обречены на провал. Наверное, человека точно так же нельзя на силу осчастливить. Человека нельзя на силу исправить. Но человеку можно создать такую среду, в которой раскроются его лучшие качества. А то, что сподвигает его на зло, не будет превалировать. И в этом, конечно, задача государства. Все, спасибо большое. Друзья, давайте общее фото с Марией Владимировной.